Этот сквер в центре Назрани появился относительно недавно и уже успел стать одним из излюбленных мест жителей города. В холодное время года здесь, конечно, не так многолюдно, правда, летом он бывает буквально переполнен взрослыми и детьми. Ну а в этом году они смогут проводить время уже на обновленной площадке. Так, этот фонтан планируют демонтировать, его оборудование уже износилось, на его месте появится новое. Также планируют заменить уже обшарпанные скамейки и улучшить освещение. Брусчатка, бордюры и озеленение тоже входят в план благоустройства территории. Объект реконструкции совместно со своими подчиненными осматривает мэр города Урусхан Евлоев. Какие еще изменения необходимо внести в проект, обсуждают с местными архитекторами. Самый центр города, единственный вопрос пива, обезопасить. Все работы проведут в рамках программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Местная администрация сообщает, дизайн-проект сквера на площади Согласия уже готов. Я думаю, что жителям понравится. Мы предварительно все это покажем жителям, что мы планируем здесь делать, если, конечно, учтем их замечания. И я думаю, где-то до конца лета это место будет уже выглядеть совсем иначе. Еще одна общественная территория, которую благоустроят в рамках программы – городской пруд. Необходимость уделить особое внимание этому объекту отметил и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поручил обновить всю прилегающую территорию пруда и сделать его знаковым местом в городе. В прошлом году здесь установили детский городок и качели. В 2021 планируют организовать скейт-парк, разбив территорию на несколько зон. Освещение поменяем, озеленение сделаем. Полностью вот до конца всю эту аллею сделаем, потому что основная часть людей Озвал Малилеве не даем вот людям самостоятельно ничего вот эти избушки ставить. Не то, что он захотел там, а то, что мы скажем, то, что горожане скажут. Вот это должно делаться. Это специалисты там, архитекторы, дизайнеры должны сказать, вот что в этом месте будет красивее всего смотреться. Вот какое кафе должно быть. Не кирпичное, а стеклянное. Вот что-то вот именно таким образом надо относиться. В рамках рабочей поездки работники администрации Назрани побывали и в Альтиевском административном округе. По улице Советская планируют построить стадион, разбить сквер и благоустроить прилегающую территорию. Местные жители здесь собственными силами соорудили для детей футбольное поле, провели освещение. Они неоднократно обращались к местным депутатам и партийцам с просьбой помочь в строительстве детской и спортивной площадок. В этом году местные власти включили эту зону в программу формирования комфортной городской среды. Отходная площадка, они сеют, хоза, чек агалвелыч, гамурзиево, баракиш тихет, хоз нормально, ая, тренажерыш хамай лах берж, эжмо тренажерыш оттяг, эти площадка хамнисия, и расширит бе оздишн движение хугла, шер хоз хабаче, وحنجوا بركل قدر يوت مولر هاربان. ده لندل يموت تجي حسير ده حتى يعود تجي. أخشى ده مولر. Приоритетные задачи развития города на 2021 год определены. Урусхан Евлоев отметил, что национальные и федеральные проекты играют существенную роль в создании комфортных условий для жителей. Также в этом году планируют уделить большое внимание разрешению самых актуальных проблем муниципалитета – мусор и частые порывы труб. В то же время активно продолжается работа над реализацией проекта «Дизайн-код». До лета горожане заметят значительные изменения с дизайн-кодом, потому что мы сейчас начинаем, уже разговаривали со всеми там нашими бизнесменами, владельцами торговых центров. Полностью все остановки, вот частично они будут до марта завершены, они будут уже современные, красивые. Что касается там и вывесок, и всего этого проекта «Дизайн-код», в дальнейшем мы и говорили, что вновь строящиеся, вновь ставящиеся будут ставиться только именно по дизайн-коду. Всего в рамках программы в городе благоустроят 7 общественных территорий. В их числе и аллеи к 24-летию Назрани, велодорожка Лоханчурского канала, скверы по улицам Весенняя и Гамурзиева. Словом, охватили все 4 административных округа. Объекты выбраны жителями, мэрией. В настоящий момент ведется активная работа над созданием эскизных дизайн-проектов. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.